Послушайте, послушайте былину про разбойничка, про Стеньку Разина. Крестьянские восстания есть выражение антигосударственного, анархического начала. Их победа означала бы гибель страны. Разин и Пугачев, прежде всего, разбойники. Во второй половине 17 века для российского государства серьезным испытанием стала разинщина, называемая обычно крестьянской войной. А если принять во внимание все масштабы участия народных масс, жестокость с обеих сторон, то уместно говорить о настоящей гражданской войне. На Дону сверкнула та искра, из которой уже в низовьях Волги разгорелось пламя большой войны. Вожак казацкой вольницы атаман Степан Разин решил помериться силами с самим царем, рассчитывая на поддержку угнетенного крестьянского люда. И поначалу у него все получалось на славу. Разбойная рать легко овладела Царицыным и Астраханью, а далее на 200 стругах в сопровождении 2000 конников, идущих по берегу, восставшие заняли Саратов и Самару, где немедленно казнили дворян, приказных людей, разграбили их имения, а простых людей показачили. Такая участь была уготовлена и жителям мордовских земель, где разинцы появились ранней осенью 1670 года. Стремительное продвижение сподвижника Степана Разина атамана Михаила Харитонова по Саранскому, Пензенскому и соседними с ними уездам стимулировало массовые выступления как русских крестьян, так и народов Поволжья, Мордвы, татар, мари. Летом 1670 года в землях Мордовского края появились прелестные грамоты Степана Разина, в которых содержался призыв расправляться с приказными людьми, с боярами, с воеводами. Одним из авторов прелестных писем был посадский человек саранский Василий Диволков, Кудрявцев, по другой версии. Другим, достаточно известным, в общем-то, автором прелестных писем был татарский мурза Асан Карачурин, которого впоследствии достаточно долго искали, но так и не смогли найти. Когда военные действия начались уже на территории Мордовского края, к Разину обращался дьячок села Прилужное, это недалеко от Краслободска, Иван Лучников, с письмами, в которых излагал просьбу поддержать восставших. И вот в Мордовском крае появились отряды. Атамана Михаила Харитонова, он первый шел по засечной черте. И сравнительно быстро повстанцы овладели Атимаром, Инцаром. Некоторое сопротивление оказал Саранск. 3 раза город штурмовали, но в конце концов и он пал, воевода был убит. И следующим городом, Острогом, могла стать, или должна была стать Красная Слобода. Надо сказать, что она манила, в общем-то, восставших, потому что это был достаточно крупный по тем временам населенный пункт. Это был центр дворцовых вотчин, дворцового владения. Там имелись большие запасы зерна, большие запасы меда, сена. Вот с этим городом, с Красной Слободой, и связан небывалый случай в истории разинщины. Воровские люди, как тогда говорили, появились в окрестностях Красной Слободы осенью 1670 года. Вполне возможно, они откликнулись на письменное послание упомянутого дьячка Ивана Лучникова. Это были разрозненные небольшие отряды восставших крестьян и казаков. Восстание охватило десятки мордовских, татарских и русских деревень: Плужное, Ефаево, Куликово, Селище, Ишеево. С юго-востока к Красной Слободе двигался отряд одного из известных сподвижников Степана Разина, атамана Василия Федорова. Западнее действовали отряды Алены Старицы, одной из ярчайших личностей этой гражданской войны. Алена Арзамасская уже захватила Темников и окрестные села.
На востоке же Мордовского края подвижный и неуловимый отряд Акая-Баляева держал царевы войска в непрерывном напряжении. Мордовский Мурза Акай-Баляев, известный еще как Мурзакайка, умел организовать бой, расположить силы с наибольшей выгодой для себя и с наименьшей для врага. Вокруг Красной Слободы сложилась исключительно угрожающая обстановка. Виселица и плаха для большинства горожан могли стать жестокой реальностью ближайших дней. А тут еще появились слухи о том, что крепость сдалась разинцам и что воевод и приказных людей казнили. Но на самом деле взять сильно укрепленный город восставшим не удалось. Значит, воровских людей или бунтовщиков, значит, ждали защитники крепости именно вот отсюда, с юго-западной стороны. Но весь парадокс состоит в том, что они появились, в общем-то, неожиданно с юго-восточной, то есть вот отсюда, да, со стороны, ну, может быть, в общем, от самого уездного Саранска, то есть вот этих вот окрестных сел, которые были охвачены именно в это время восстанием. Значит, парадокс состоит еще и в том, что краснослободчане не приняли, в общем, восставших. Уже в ноябре 1670 года воевода-стольник Иван Лихарев в ходе допросов участников восстания узнал о том, что Красная Слобода сидит в осаде и с воровскими людьми бьется. В это же время полковой воевода Яков Матвеевич Хитрова доложил царю Алексею Михайловичу. А красный государь Слободы крестьяне тебе, великому государю, не изменили, а собрався в Красной Слободе, сидят от воровских людей в осаде. Вначале на помощь осажденному городу был отправлен полковник Федор Зыков с ратными, с конными и с пешими людьми. Но главным освободителем, спасшим от казни и надругательств целый город, стал царский вельможа, талантливый военачальник, жестокий даже по меркам средневекового времени князь Юрий Алексеевич Долгоруков. К сожалению, не сохранилось до настоящего времени ни гравюры, ни картины с изображением князя. Происходил он из знатного княжеского рода, был к моменту восстания преклонных, в общем-то, лет для того времени. Он имел очень интересную военную и политическую карьеру, служил воеводой в Путивле, в Веневе служил судьей, первым судьей приказа сыскных дел, участвовал в составлении соборного уложения 1649 года. Наконец он участвовал в войнах с Польшей, причем участвовал очень удачно. Он разбил войско гетмана Гонцевского, будучи воеводой в Могилеве, разбил гетмана Сапегу. И вот этот человек был поставлен Алексеем Михайловичем во главе войск, которые подавляли Разинское движение. Был он человеком, конечно, жестким, можно даже сказать жестоким. Сказывалась биография, не случайно повстанцы называли его «зверь». Вот. Сам же он тоже очень интересно относился к повстанцам. В отличие от других воевод, он писал в своих отписках царю, что они не просто воры, а изменники. Осенью 1670 года, вот оценивая обстановку в Мордовском крае, он с ней ознакомился, он пишет царю: А красные де, государь, слободы жилецкие люди сидят в осаде. И по тем, государь, вестям послать мне, холопу твоему, в Красную Слободу для обнадеживания твоею государскую милостью тамошних жилецких людей опасно. Русское дворянство массово бежало от огня войны, но многие пошли в ополчение. Они и стали основной ударной силой правительства при подавлении восстания. Царские войска были сформированы из опытных в военном деле служилых дворян из центральных уездов Московского государства. Они составили костяк той силы, которая в итоге и переломила ход войны. На них и опирались князья Долгоруков и Щербатов. В рядах дворянского ополчения сражались саранские дворяне Афанасий и Федор Желябины, Андрей и Степан Нечаевы. В боях с разинцем погибли братья Юрловы. Под Сибирском был ранен дворянин
Григорий Алферьев. Вот, наверное, об одном человеке надо сказать особо. В сражениях с разинцами отличился саранский дворянин Григорий Хардин. Он был очень опытным воином, участвовал в боях с Польшей, под Ригой воевал, был ранен в правую руку. В полку князя Юрия Борятинского он сражался с восставшими под Симбирском и был ранен в левую руку, ниже плеча, как повествует документ. И вот представьте себе, практически безрукий, правая рука после ранения на польском фронте действовала с трудом. Хардин участвует в сражениях у Кондратья, то есть села Тургенева, под Кондратьем, села Тургенева. И вот мы долгое время поражались мужеству, писали о мужестве разинцев. А ныне, наверное, будет по справедливости отдать должное и дворянам, которые бились с повстанцами, защищая интересы государства. В конце ноября 1670 года под Красной Слободой появился атаман Михаил Харитонов и просил к себе в воровской сбор людей. Однако краснослободцы ответили отказом. Харитонов увел с собой осаждавших крепость разинцев. Полковник Федор Зыков, посланный на разведку под Красную Слободу, доложил воеводе Хитрову: «А Красная где Слобода ныне не в осаде, воровских людей под ней нет. Краснослободцы доберегутся от воров сами, с ворами не идут, а к себе их не пустят». Красная Слобода была в осаде около 2 месяцев, с середины октября по 9 декабря 1670 года. За это время город неоднократно подвергался настойчивым приступам. Осажденные не просто держали оборону, но и совершали вылазки. Из документов того времени мы узнаем, что в ходе боестолкновений с бунтовщиками погиб руководитель обороны, приказной человек Кормового дворца Стряпчий Иван Литвинов. Защитники гарнизона тоже понесли немалый урон, только убитыми 116 человек. Однако не только воины погибли в ходе осады. Были убиты священники из Троицка Василий Тимофеев, Никита Борисов, Тихон Сергеев, Данила Артемьев. Причем каждый порублен был с женою и с детьми. Среди погибших было много крестьян, также с матерьми, женами и детьми. Много осталось сирот. Жители Красной Слободы не сдались бунтовщикам, сохранили верность присяге и остались непобежденными. Ранее только Симбирск, который считался самой мощной русской крепостью на Волге, не покорился разбойному казацкому воинству. 9 декабря 1670 года осада с Красной Слободы была снята подошедшими правительственными войсками во главе с князем Юрием Долгоруковым, который докладывал царю Алексею Михайловичу: «И декабря ж, государь, в 9-й день пришли мы, холопы твои, к Красной Слободе, и встретили нас многие люди со святыми иконами и со кресты, и били челом тебе, великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу». Краснослободцы встречали князя Долгорукова как освободителя, со слезами на глазах. Случай небывалый в истории гражданской войны. Видно, много горя и несчастья принесли слободчанам разинцы. В декабре 1670 года непокорившаяся Красная Слобода стала центром подавления восстания и ставкой князя Юрия Алексеевича Долгорукова. И в темниковских, и в кадомских местах над воровскими людьми промышлять учну и стану в Красной Слободе Темниковского уезда. В районе Троицка скопились значительные силы восставших во главе со знаменитыми разинскими атаманами Василием Федоровым и Максимом Дмитриевым. Как потом показали пленные, хотели они идти на обоз боярина и воевода князя Юрия Алексеевича Долгорукова в Красную Слободу. Князь разгадал замысел противника и направил на подавление отряд окольничьего воеводы князя Константина Осиповича Щербатова. У мордовской деревни Пальцово отряд разбил повстанцев. Ратные его люди воровских людей побили и языки поймали. Так была ликвидирована угроза Красной Слободе. Жители Красной Слободы были спасены от плохой виселицы.
вешали и четвертовали в городе изменщиков и бунтовщиков. Было казнено около 56 человек. Один из выдающихся, так сказать, в общем, представителей восставших, это был мордовский мурза Акайбаляев. Он именно был казнен здесь, в крепости Красная Слобода, и даже не просто казнен, а четвертован. Вот. Останки, в общем, значит, казненных были повешены, в общем, вдоль Шаверской горы. И вот безлюдную, значит, ночь, когда, значит, вернее, в лунную ночь, когда, значит, луна ярко светила, вот эти виселицы, они как бы притягивали взгляды краснослободчан. Ветер медленно раскачивал трупы повешенных, и местные остряки говорили: смотрите, смотрите, это шаверские шептуны, они шепчут друг другу что-то. После определенного времени останки значит, казненных были зарыты вот именно в той стороне, там, где расположен небольшой лесок. По словам Иоганна Марца из Тюринки, современника тех событий, после подавления Разинского движения тех, что попали живыми в руки победителей, ожидали в наказании за государственную измену жесточайшие муки. Одни пригвождены были к кресту, другие посажены на кол, многих подцеплял за ребра багор. Так постыдно они погибли. Но никого не наказывали строже, чем казаков-мордвинов. атаман Харитонов в одном из боев под Арзамасом был взят в плен и вскоре казнен. Атаман Василий Федоров был припровожден в Красную Слободу и за многое воровство, и за бунт повешен. Ранее была разгромлена и пленена Юрием Долгоруковым Алена Арзамасская. После пыток ее осудили к сожжению в срубе, как разбойницу и еретичку, подозреваемую в колдовстве. Иван Лучников, который от имени крестьян Краснослободского присуда писал письма Степану Разину с просьбой о помощи, был пойман и после суда был сослан в Великий Новгород. А ныне он в Великом Новгороде скитается между двор, помирает голодной смертью. Крестьянское движение было беспощадно подавлено, но многих его участников продолжали разыскивать и годы спустя. К примеру, известный руководитель повстанческих отрядов Асан Карачурин, которого безуспешно разыскивал сыщик приказа Казанского дворца Алексей Лукин, скрылся и пропал безвестно. В ходе расправы над крестьянами были сожжены Андреевка, Адашева, Костяшева, Ордатова, Севищи, Баева, Ичушева, Турдакова, Старые Чукалы, Старая Баева, Шугурова и другие деревни. Так окончилась кровавая драма, писал Костомаров, имевшая значение попытки не спровергнуть правление бояр и приказных людей и заменить старый порядок иным, казацким, вольным, для всех равным, выборным, общенародным. Отгремели события гражданской войны, называемой еще в народе Разинщиной, и жизнь постепенно вошла в привычную колею. Люди, уставшие от тягот очередной смуты, насилия и расправ, восстанавливали порядок, систему управления и хозяйства. Сегодня уже мало кто помнит о событиях более чем трехвековой давности. И вряд ли нужно обвинять разинцев в организации вооруженного мятежа и казнях, а царизм в жестоком угнетении народных масс, что, собственно, и спровоцировало взрыв. Ведь это и есть главные приметы гражданского противостояния, где виноваты обе стороны. Это суть второй гражданской войны в истории российского государства. И нельзя придавать забвению столь значимое событие российской средневековой истории, каковым является подвиг краснослободцев. Если поражение под Симбирском переломило ход гражданской войны, прервав череду побед Степана Разина, то здесь, под Красной Слободой, был завершен разгром наиболее боеспособных повстанческих частей. Краснослободцы одержали и идеологическую победу. Непокоренная Красная Слобода своей беспримерной героической обороной безусловно подорвала боевой дух повстанцев, породила неверие бунтовщиков в свои силы. А далее, как известно, атаман Степан Разин в итоге потерял и войско, и власть. Вскоре он был схвачен и казнен в Москве. Защитники Красной Слободы заслужили благодарную память потомков тем, что своим подвигом способствовали окончанию гражданской войны, последствия которой
случае победы повстанцев были бы ужасающими. Российское государство вновь устояло в очередной смуте и в дальнейшем успешно противостояло военным вызовам евроазиатских агрессоров.